Контролирующие органы сегодняшнего дня тоже работают по-новому. В силу вступил закон, получивший название «регуляторная гильотина». Согласно ему, ревизоры должны в корне изменить подход к своей деятельности. Проверок ради проверок не проводить, а меры с карательных заменить на профилактические. Что ненужного удалось отрубить законотворцам, в надзорной системе расскажет Наталья Юрина. Новая реформа как глоток свежего воздуха для предпринимателей и организаций. О ее необходимости говорили давно. Бесконечные проверки, кипы бумаг, ненужные отчеты, штрафы за абсурдные нарушения. Теперь в прошлом. Для того, чтобы изменить в корне подход к работе контролирующих органов, потребовалось несколько лет. Автор ожидаемого многими законопроекта, депутат Государственной Думы Ольга Савастьянова, отмечает, что при разработке новшеств учитывались мнения всех сторон. Это реформа всей контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. Теперь в соответствии с данным законом главным будет эта профилактика. Работу контрольно-надзорные органы должны выстраивать таким образом, чтобы упредить появление и ненужных рисков, и негативных последствий. Теперь оценивать контрольные органы будут не по количеству проведенных проверок и выписанных штрафов, а по тому, что сделано ревизорами, чтобы нарушения предупредить. В связи с этим разработали новые формы работы, профилактические. Документооборот переведут в онлайн. Частота проверок зависит от порядочности компании. За одно нарушение наказывать дважды не будут. Сам закон подготовлен и принят в таком виде, чтобы в принципе поменять взаимоотношения государства, бизнеса и контролируемых организаций для того, чтобы это было беззатратно, чтобы не было в этом формализма, излишней бюрократии. И более того, принят не просто закон, который меняет сами подходы в контроле и надзоре, но мы пересмотрели те требования, которые организации должны выполнять. И вот в ходе всей этой подготовительной работы было отменено порядка 88 тысяч требований, они отменены. И изменено 12 тысяч нормативно-правовых актов. То есть задача была все устаревшее, ненужное, мешающее убрать, и с тем, чтобы эта действительно работа отвечала соответствующему качеству. Новая реформа затронет вузы. Аттестация учреждений теперь без срока. Оценивают работу института не по отчетам, а по результатам, которые демонстрируют выпускники. Большие надежды на этот закон возлагает и бизнес, который регулярно сталкивался с устаревшими и порой абсурдными требованиями. Так, сыктывкарской компании по изготовлению и установке окон визит трудовой инспекции обошелся в 326 тысяч рублей. Штраф по 3 нарушениям выписали дважды – на лица физическое и юридическое. Как оказалось, карточки, по которым выдавались СИЗы, устарели. Кладовщик перепутал формы и внес выдаваемые средства в другой отчет. Сотрудники не прошли дополнительное психиатрическое освидетельствование. И бред ситуации заключается в том, что, например, водитель, если он ездит на своем транспорте, то он не представляет опасности для населения. И как только он садится за рабочую машину, он становится потенциально опасен. И в этом списке на психиатрическое свидетельствование огромное количество и профессий, и должностей, то есть по которым люди должны его пройти. То есть это, как получается, второй медосмотр. То есть мы и за медосмотр обязательно платим, и еще и за психиатрическое освидетельствование. Ну и в ходе проверки нам было сказано то, что вас единожды наказали, получается, дважды на должностное лицо и на компанию, а фактически проверяющие имели право умножить вот эти 110 тысяч рублей на 19 человек. То есть это было бы уже больше 2 миллионов рублей. Сейчас компания оспаривает штрафы в суде. Новая реформа на уже проведенные проверки не действует. Депутаты Государственной Думы будут держать руку на пульсе. При возникновении проблем, связанных с реформой, новый закон дополнят изменениями. Наталья Юрина, Александра Головина, Олег Юшков, телеканал Юрган.